обычно говорят это хорошее слово, желая друг другу здоровья. Вот и я обращаюсь к вам, дорогие ученики. Здравствуйте. Садитесь. Так, какое сегодня число? 25 ноября. Наш урок давайте поделимся на группы. У меня стикеры, там написаны названия групп. Кому какая группа попалась, то пересядете, да? Открываем. У кого какая группа? Пересаживаемся, ребята. Все, мы с группами определились. У нас есть группа спорт, режим и здоровье. Теперь нам нужно определить тему нашего урока. Обратите внимание на экран. Что вы видите? Дерево. Что тут написано на столе? ЗОЖ, да? Как расшифруется это слово? Здоровый образ жизни. А на ветках что написано? Я могу, я хочу, я должен. А на корнях что написано? Каусар? Ага. Асель? Двигательная активность. Двигательная активность. Рассел? Положительные эмоции. Положительные эмоции. И Набат? Отказ от вредных привычек. Отказ от вредных привычек. Ребята, чтобы полностью понять эту картину, давайте прочитаем текст. Упражнение 169. Кто прочитает? Ага. Аян? Каждый лист будет свеж и зелен. Если потерять крону, будут драгоценные ветки. Я могу, я хочу, я должен. Эти ветки поддерживают ствол ЗОЖ, питаемый корнями, составляющими основу здорового образа жизни. Правильное дыхание, правильное рациональное питание, двигательная активность, положительные эмоции, закаливание, любовь к природе и ее сохранение, предупреждение формирования пагубных привычек. Угу. Ребята, понятно, да? Основные критерии ЗОЖ. Да. Угу. Сегодняшняя наша тема – что такое ЗОЖ? Это литературная тема. Пишем. Что такое ЗОЖ? Теперь, ребята, нам нужно определить грамматическую тему. Обратите внимание на экран. Здесь пропущены слова, вам нужно отгадать. Отдашь спорту время, взамен получишь здоровье. С чем дружить, здоровыми быть? Со спортом. Здоровье дороже богатства. На какие вопросы отвечают эти слова? Отдашь спорту время, взамен получишь что? Со спортом дружить, здоровым с чем? Здоровье дороже чего? Какой части речи эти вопросы? Имени существительного. Правильно, ребята. Что такое имя существительное? Да, Инна? Имя существительное самостоятельная часть речи, которая обозначит предмет и отвечает на вопросы «кто что». Отвечает на вопросы «кто что». Какие склонения бывают у имени существительного? Три склонения. Первое склонение. Кто скажет? Ага. Первое склонение мужского рода и женского рода с окончанием «ая». Окончание «ая». Второе склонение. Второе склонение мужского и среднего рода с окончанием «е». Ага, с окончанием «ое». Третье склонение.
существительные женского рода, да, с нулевым окончанием, мягкий знак на конце. Правильно, ребята, сегодня мы продолжаем тему об имени существительных, а именно изучаем категории имен существительных по значению. Их можно также назвать разрядами. Какие разряды у нас есть? Конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные. Что такое конкретные существительные? Конкретные существительные называют конкретные предметы живой, неживой природы. Еще их особенность, они поддаются счету, да? Их можно посчитать. Например, один ученик, два ученика, одна книга, три книги, да? Их можно посчитать. Второе, вещественные существительные, название само за себя говорит, да? Это различные вещества. Например, чернила, бензин, воздух, снег, вода. А их, ребята, нельзя будет посчитать. Например, мы же не говорим два воздуха, три снега, да? То есть их нельзя будет посчитать. Третье, отвлеченные существительные. Это те предметы, которых мы воспринимаем мысленно. То есть это абстрактные слова. Например, добро, дружба, радость. Да? Понятно? Четвертое у нас собирательные существительные. Это существительные, которые называют множество одинаковых предметов как одно целое. Например, листва, молодежь. Есть один листочек, есть дерево в листве, да? Или молодежь. Это группа людей определенного возраста. Теперь, ребята, чтобы закрепить Теперь, ребята, давайте выполним упражнение 166. Нам нужно заполнить таблицу, распределяя данные существительные по группам. Упражнение. Конкретные. Вещественные. Можете подойти к доске и написать. Ага, Коса. Какое слово? Доверие. Угу. Слово детвора. К какой группе относится? Собирательное, правильно. Молодец. Угу. Дальше кто напишет? Слово здание. Дайте. Здание это конкретно. А свобода отвлеченно. Правильно. Остальные пишем в тетради. Молодец. Кто еще? Азилия. Слово молодежь. Темпы, ребята. Это собирательное, да? Молодец. Согласен. Отвлеченное, правильно. Дальше честность. Кто напишет?
правильно. Дальше символ. Хорошо. Ученик. Ребята, в слове молодежь, что вы пропустили? Мягкий знак на конце, да? Дальше бутерброд. Дай на бат. Ага, Надежда. А слово доброта. Да. Тоже отвлеченный. Молодец. Стул. Дай ему. Да, это конкретно. Радость. А слово золото куда относится? Золото. Вещественное, потому что это вещество, да? Хорошо. Садись. Комната. Слово комната. Ага, понятно. Конкретно, потому что мы можем посчитать, да? А слово серебро куда относится? Вещественное. Листва. Дальше. Листва собирательная, да? А сахар что у нас? Вещественное, правильно. Зло. Это отвлеченное, да, у нас? Правильно. Ребята, понятно, да, разряды? Да. Молодцы, вы справились. Теперь у нас упражнение 170. Давайте прочитаем стихотворение. Баллада о здоровом образе жизни. Кто прочитает? Да, Аси, пожалуйста. Для начала с детства надо гигиену соблюдать, чистить зубы утром рано и когда ложишься спать. Начинаем день зарядки, упражнения на голове, ужимание и присядки прикрепляю во дворе. Заряжаемся с утра, получить всегда полезно. Положительный заряд – это всем давно известно. Это знает стар и млад. Чтобы всем все было ясно, наконец хочу сказать, что полезно, что опасно, надо твердо различать. За здоровый образ жизни призываю вас, друзья. Ради счастья организм любить нельзя. В бодром теле дух свободы, этим счастливым человек. Будьте сильны и здоровы, и живите целый век. Теперь, ребята, у вас сейчас будет групповая работа. Задания вот такие. Первое. Прочитайте и найдите из текста строки, где говорится о соблюдении гигиены и утренней гимнастики. Второе. Сформулируйте 2 тонких и 2 толстых вопроса. Третье. Найдите из текста имена существительные
и определите их категорию. Начинаем работу. Работаем вместе, обсуждаем, составляем два тонких, два толстых вопроса. Можно обсуждать. Нашли уже статьи, где говорится о соблюдении гигиены? Можете, один ученик может написать, а другие помогать, да? Это групповая работа. Ребята, я вам раздала стикеры вначале. В конце урока вы пишете туда свои пожелания, да? Пожелания одноклассникам можете мне написать и прикрепляете на дерево пожелания в конце урока. Вопросы? Вопросы? Просто находите строки, где говорится о соблюдении гигиены и отдельно, где говорится об утренней гимнастике. Еще раз прочитайте внимательно. Да. Тонких вопросов. Кто готов к первому заданию? Прочитайте и найдите из текста строки, где говорится о соблюдении гигиены и утренней гимнастики. Кто нашел? Для начала естественно, надо гигиену соблюдать. Начнем день с зарядки,
упражнения на ковре. Правильно. Строки о соблюдении гигиены – это для начала с детства надо гигиену соблюдать, чистить зубы утром рано и когда ложишься спать. А строки об утренней гимнастике – это начинаем день с зарядки, упражнения на ковре, выжимания и присядки, бег трусцою во дворе. Второй вопрос. Сформулируйте два тонких и два толстых вопроса. Кто скажет? Кто ответит? Тонкие вопросы. Как называют людей, которые занимаются спортом? Как называют людей, которые занимаются спортом? Да, еще. Чем полезно упражнение на ковре? Чем полезны упражнения на ковре? Еще вопросы? Что Да. нужно сделать рано? Ау? Что нужно сделать рано утром? Что нужно сделать рано утром? Что значит термин здоровье? Что значит термин здоровье? Мгм. А теперь давайте толстые вопросы. Почему нужно заниматься? Почему нужно заниматься спортом? Еще. Да? Зарядка и гигиена полезна для здоровья. Можно еще раз? Зарядка и гигиена полезна для здоровья. Полезны ли зарядка и гигиена для здоровья? Ага. Полезно ли начинать день с зарядки? Полезно ли начинать день с зарядки? Еще. Группа режим. Есть у вас толстый вопрос? Хорошо. Теперь третье задание. Надо найти существительные и определить их категорию. То есть к какому разряду относится. Кто нашел? Да, Косар? Есть отвлеченный, гигиена отвлеченный, друзья собирательные, организм отвлеченный, счастье отвлеченный, человек нагретый. Хорошо. Есть еще кому добавить? Нет? Молодцы. Группа режим. Возьмите. Здоровье и спорт. Молодцы. Теперь следующее задание у вас, ребята. Каждая группа по... Следующее задание, ребята. Каждая группа должна составить синквейн по названию их группы. Например, группа спорт составляется синквейн к слову спорт. Здоровье к слову здоровье и режим, соответственно, к слову режим. На экране у вас есть формула синквейна, да? Первая строка у нас одно существительное, то есть пишите слово. Второе, два прилагательных. Что такое прилагательное? Это слово, которое отвечает на вопрос какой, да? Спорт, например, какой. Третье, три глагола. Спорт что делает? Три глагола. Четвертое, предложение, то есть основная мысль синквейна. То есть что такое спорт? Пишите одним предложением. И пятое, одно существительное. Это может быть синоним к первому слову. Например, спорт, синоним. Как вы понимаете это слово? Пишем.
можно по-другому сказать? Спорт это... Или можно написать ваши отношения к этому слову. Как вы понимаете, да? Они болели за свою жизнь, это более подходит к слову игра. А здесь говорится о спорте, да? У вас слово здоровье, да? Крепкое, хорошее, растет, защищает, помогает. Здоровье дороже богатства. Иммунитет, да? Помогает дороже, чем богатство. Правильно? Можно так сказать. У вас слово режим, да? Оксана, у тебя, да? Режим. Устанавливает, создает, гарантирует. Жизнь для определенной жизни. Нужно, да, уклад. Так, давайте тогда прочитаем, да, у кого готово, и набат. У вас слово спорт. Известный, командный, интересуется, поддерживает, помогает. Спорт – это здоровый образ жизни. И пятая строка. Жизнь. Спорт – это жизнь, да, можно так. Вторая группа у вас здоровье. Да, Даева? Здоровье крепкое, хорошее, растет, защищает, помогает. Здоровье дороже, чем богатство, иммунитет. Иммунитет. Ага. И третья группа. Режим Режим. общественный, личный, устанавливается, соблюдается, регламентует. Режим дня – это режим жизни, уклад. Пятая строка. Уклад. Все правильно, молодцы. Вы справились. Теперь, ребята, давайте выполним упражнение 167. Вам нужно выписать существительные в начальной форме, то есть в единственном числе, в именительном падеже, и определить, к какой группе они относятся, определить их склонение. Кто хочет к доске? По желанию. Охрана здоровья. В начальной форме как будет? Охрана. А в слове здоровье как будет? Здоровье. Кто напишет? Да, Дарья? Осторожно. Запятая. Запятая. Здоровье. Да? На Е. Теперь охрана, окончание. Что у нас? Охрана женский. Да, женский род, значит, какое склонение? Третье. Нет, если окончание А, первое склонение. Пишем. Ага, здоровье, окончание Е, значит, какое склонение у нас? Второе, правильно. Дальше, кто хочет к доске? Да, опять. Вредные привычки. Где здесь существительное? Пишем слово привычки, да? В начальной форме как будет? Привычки.
К, да? Привычка. Здесь окончание что? А, значит, первое склонение, правильно. Дальше. Слово образ, да? Здесь у нас какое окончание? Нулевое. Значит, это какой род? Это мужской род, да? Значит, второе склонение, правильно. Дальше. Жизнь. Нулевое окончание. Какой род? Красивая жизнь. Женский род. Если женский род с нулевым окончанием, это третье склонение. Правильно. Садись. Молодец. Дальше. Закаливать организм. Здесь существительное. Слово организм. Кто напишет? Виноват. Слово организм. Здесь тоже, да, нулевое окончание. Значит, организм. Нулевое окончание, значит, это мужской род. Второе склонение, правильно. Дальше. Заниматься физкультурой. Слово физкультура. Дайте. Окончание А. Первое склонение. Молодец. Дальше. Личная гигиена. Слово гигиена, да, Ольга? Окончание А, значит, тоже первое склонение. Рациональное питание. Слово питание. Окончание. Да, ему окончание Е. Второе склонение, правильно. Режим труда и отдыха. Здесь у нас сколько существительных? Да, просто режим, труд, отдых, да? Целых 3 слова. Режим, труд, отдых. Здесь все с нулевым окончанием. Значит, это мужской род, да? Склонение второе. Молодец. Физические упражнения. Слово упражнение. Да, упражнение. Окончание Е, значит, второе склонение, правильно. Все. Так, слово окружающая среда. Слово среда. Да, я.
Среда. Окончание А. Первое склонение. Правильно. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, вот эти слова к какому разряду относятся? Например, привычка, упражнение, гигиена, питание. Мы их воспринимаем как? Мысленно, да? Значит, отвлеченные. Правильно, Косар. Все эти слова отвлеченные. А теперь, ребята, нам нужно закрепить сегодняшнюю тему, да? У нас есть корзинка. Корзинка вопросов называется. Вытяните по одной. Вторая группа. Три вопроса. Кто готов, можете прочитать и ответить. Да, Мама? Существительно назвать различные вещества. Нефть, бензин, воздух, масло, сахар. Какие это существительные? Вещественные. Вещественные, правильно. Дальше. Кто прочитает? Да, Емхан? Существительное называет понятие или явление воспринимания мысли. Воспринимаемые мысленные. Какие это существительные? Отвлеченные, правильно. Да, Мульдер? Вредные привычки, спорт, сидячий образ жизни, алкоголь, фастфуд, выбери личность. Спорт. Слово спорт. Ага, а остальные это вредные привычки, да? Дальше, да, Айзере? Ага, основные критерии ЗОЖ. Правильное дыхание. Правильное дыхание, еще. Двигательная активность. Двигательная активность. Положительные эмоции. Отказ от вредных привычек. Ага, положительные эмоции и отказ от вредных привычек. Кто еще ответит? Да, Ян? Существительные конкретные предметы живой и неживой природы. Конкретные существительные, правильно. Даррен? Назови разряд существительного воздух вещественный. Воздух – это вещественный существительный, правильно. Да, Дарига? Существительные назвать множественные одинаковых предметов как одно целое. Это собирательные существительные. Собирательный, правильно. Фариза? Назови разряд существительного студенчества. Студенчество. Собирательный. Это собирательный существительный. Дальше. Расул? Повинные курение, рациональное питание, положительные эмоции. Убери лишнее. Лавине курение. Какое слово? Курение. Курение, потому что это вредная привычка, да? А остальные это основные критерии ЗОЖ. Дальше. Назови разряд существительного читателя. Читатель. Один читатель, два читателя. Это конкретное, можно посчитать, да? Кто остался еще? Все ответили. Угу. Молодцы, ребята. Теперь мы закрепили сегодняшнюю нашу тему. А теперь у вас перед вами стикеры, да? Вам нужно написать пожелание однокласснику или учителю и закрепить дерево. Понравился урок или не понравился? Что понравилось, что не понравилось, пишем все, я потом прочитаю.
магнитиком. Все? Теперь, ребята, ваше домашнее задание. Все зарегистрированы в социальной сети Инстаграм? Вот, вам нужно будет написать текст на тему здоровый образ жизни, то есть вы должны пропагандировать здоровый образ жизни, можете прикрепить фотографию и приготовить мини-проект. Понятно? Вам нужно написать текст о здоровом образе жизни. Все, на этом урок приходит к концу. Всем спасибо. Все потрудились хорошо. Вот Айзере активно участвовала, Аян, Асель. Молодцы. Вам поставлю оценку отлично. Все.